Как современным школьникам привить традиционные духовные ценности? Вопрос не только актуальный, но и непростой. В век стремительного прогресса дети особо подвержены внешним влияниям, а потому только в сотрудничестве семья, школа и церковь могут достичь результата. Сейчас лишь треть учащихся 4 и 5 классов выбирают для изучения основы православия. Но не за горами курс «Основы религиозных культур народов России». Его будут изучать все школьники. Сейчас ведется подготовка, чтобы мы смогли ввести этот предмет во всех классах. И тогда дети действительно смогут приобщаться к своей истории культуры с 1 по 11 класс. И, наверное, это будет правильно. Тогда они твердо будут стоять на своих ногах, будут иметь хорошие корни, которые будут воспитывать патриотами и гражданами нашего Отечества, что сейчас очень важно для России. Вероника Мишарина 15 лет обучает школьников. Выиграла в региональном конкурсе работ по духовно-нравственному воспитанию. Создала интернет-ресурс «Православная энциклопедия для детей». Мультфильмы, рассказы, история праздников и жизнеописание святых. Все интересно и доступно. Ресурс в открытом доступе и уж точно будет полезен всем. Не только интернет-ресурс, главная моя работа. Но главная работа моя в том, что я целенаправленно иду по духовно-нравственному воспитанию школьников. И считаю, что вот одно из таких направлений, как краеведение, также является моей главной целью, так как любовь к своей малой родине – одна из ценностей духовно-нравственного воспитания. Образовательные чтения уже прошли на территории Воркутинской епархии. Основной упор на просвещение жителей Арктики. Коренные народы оторваны от цивилизации, культуры и веры. Еще год назад дети оленеводов учились лишь до 4 класса. Сегодня вопрос о полноценном среднем образовании удалось решить. Следующая цель воркутинского духовенства – чтобы фельдшер и учитель начальных классов находились при чумах. Среди оленеводов очень низкий процент образованности. Очень низкий. У нас есть достойный представители коренных жителей ненец, которые могут бы стать священником. Ему 42 года, но он безграмотный. Понимаете? И это 21 век. Направления конференции самые разные. Гостья из Москвы затронет тему нравственной культуры врача. Сегодня понятие «помощь больному» довольно размытое. Чаще используется термин «медицинская услуга», которая исключает традиционные моральные ценности медика. Это милосердие прежде всего, это сострадание, это способность подчинить свой частный интерес интересу больного, страдающего человека. И те ценности, которые еще Гиппократом были сформулированы и так далее, включая и отрицательное отношение к абортам, к уничтожению человеческой жизни. Возрождение духовности – это и вопрос национальной безопасности, отметил на конференции архиепископ Петерим и привел исторические примеры, когда разгул безнравственности, забвение православных ценностей выливались войной брат на брата, и будущее человечества было под угрозой. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.